Завод «Техстрой» в 2024 году увеличил производственные объемы. Его выручка составила более 909 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Махмуд Аликалиматов в своем телеграм-канале. Он отметил, что завод является одним из ключевых промышленных предприятий региона и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие республики. Производственная мощность предприятия составляет 20 тысяч тонн продукции в год. На нем работают около 70 квалифицированных специалистов. Калиматов считает, что завод имеет серьезный потенциал для дальнейшего наращивания объемов производства и выхода на новые рынки сбыта. В его планах не только рост, но и расширение производственной линейки за счет запуска дополнительных линий. В Ингушетии продолжается фестиваль ГТО. Среди студентов около 500 молодых людей из разных уголков страны уже приступили к сдаче нормативов. В первый день состязаний атлеты выполнили только часть испытаний – поднимание туловища, метание снарядов, отжимания и подтягивания на перекладине. Соревнования развернулись на 4 площадках. Это спортивно-тренировочный центр «Мужичи», детский оздоровительный лагерь «Эрзи», футбольная арена в Назране и физкультурно-оздоровительный комплекс имени Баяли Дзаурова в Сунже. Фестиваль стартовал 9 сентября и продлится до 15 сентября. Правительство России внесет в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов до 1 октября. Приоритеты главного финансового документа страны – обеспечение макроэкономической стабильности и сбалансированности, выполнение социальных обязательств и достижение национальных целей. В правительстве отметили, что одной из ключевых задач дальнейших изменений станет повышение качества инвестклимата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усилие эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений. С 1 января 2026 года в России начнет действовать бальная система оценки уровня локализации производства фармацевтической отрасли. Главная цель – расширение ассортимента фармацевтических препаратов, выпускаемых на территории России, а также создание дополнительных стимулов для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства. Начиная с нового года за налаживание производства лекарств, а также фармацевтических субстанций на территории страны будут начислять баллы. Продукция будет считаться российской при наборе определенного количества баллов. Решение об этом будет принимать Минпромторг. Производители, чья продукция будет признана российской, получат доступ к инструментам господдержки. Жители Ингушетии могут принять участие в осеннем сезоне всероссийской акции по сбору макулатуры «Бум Баттл». Она проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники смогут побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете, а также помочь своему региону стать лучшим по итогам года. Бумагу сдают в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний-участников, государственных учреждениях и пунктах приема. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте акции. Магомед Амин Эльжаркиев выступит на чемпионате мира по панкратиону. Главный старт сезона пройдет в Сербии с 17 по 19 октября. Эльжаркиев является трехкратным чемпионом России и первым номером сборной в весовой категории до 66 килограммов. Чемпионат мира по панкратиону для российской сборной станет первым с 2021 года.